Татарстане 173, в Нурлате порядка 15. Наша республика, соответственно, и Нурлатский район – многонациональный и многоконфессиональный регион. У нас практически отсутствуют межнациональные и религиозные противоречия, а народы едины и живут мирно. С 1 октября в республике с целью создания площадки, объединяющей культуру различных народностей, объединяющей языки и развитие культур и традиций, стартовал этнокультурный фестиваль «Наш дом Татарстан». В данном фестивале, рассчитанном на сохранение и укрепление единства Татарстана, могут принять участие творческие коллективы, представляющие различные народности, населяющих территорию республики. И сегодня в Нурлатском доме дружбы народов прошел зональный тур этнофестиваля, где представители 7 районов показывали национальный колорит в номинациях «Вокал», «Хореография», «Фольклор», «Художественное слово» и «Инструментальное исполнение». Я перед участием очень сильно волнуюсь, потому что я первый раз еще выступаю. Песня очень татарская, народная. Мне близка татарская и русская культура. Мы все дружно живем. 8-летняя Аида с малых лет растет, усваивая суть дружбы народов и мира между народностями. Маленькая артистка, растущая в семье, где мама татарка, а папа русский, воспитывается в традициях и на песнях обеих сторон. Не в этом ли кроется суть межнациональной дружбы? На этнокультурном фестивале было невозможно не восхититься разнообразием народностей, населяющих Татарстан, неповторимостью и своеобразием каждого из них. А ведь это лишь зональный этап, в котором принимают участие только несколько районов республики. Привез 2 ансамбля, татарский народный ансамбль «Сембель» и чувашский народный ансамбль «Шепчик». Репертуар народной песни, стилизованный эстрадному, и один номер исполняю на баяне сам. В районе везде выступаем, бываем по России, выезды, сабантуи, фестивали. Выступаем мы не впервые и хотим донести до зрителя именно русскую народную песню. Зритель тепло воспринимает наше выступление. Мы только выходим, нам уже начинают хлопать. Фестиваль начался театрализованной постановкой «Аулагей», поставленной участниками ансамбля «Сердеш», работающего при Дворце культуры города Нурлат. Если она уносила нас в эпоху наших бабушек и дедушек к нашим древним традициям, то страстное выступление представителей Новошишминского района настраивало на современную эстрадную волну. Старинные хлопковые платья сменялись костюмами из шелка. Этнофестиваль, не ограничиваясь лишь более близким ознакомлением с культурой разных национальностей, превратился и в дефиле национальных костюмов. Только обратите внимание на национальные костюмы, в которые одеты участники ансамбля «Крешен». В ходе фестиваля национальный колорит можно было видеть не только на сцене, но и в фойе Дома дружбы народов. Людмила Улаева из Ерепкина представила на суд гостей выставку чувашских национальных головных уборов. Я участвую на фестивале первый раз, и в этом доме тоже первый раз. Мне очень понравилось, и мы решили представить свою национальную чувашскую культуру с предметами головного убора, то, что носили раньше наши бабушки, дедушки. Сами сшили платья по выкройкам старых бабушек и решили сделать головные уборы. Этнокультурный фестиваль «Наш дом Татарстан» в республике проводится уже несколько лет. Его организаторы – Ассамблея народов Татарстана и Дом дружбы народов Татарстана. В этом году наш город в связи с открытием в Нурлате Дома дружбы народов удостоился чести проведения зонального этапа фестиваля. Становится все интереснее, талантов, которые среди ребят и среди взрослого населения тоже, оказывается, принимает активное участие среди национальных культур. Да? Они соревнуясь друг с другом, они проникают друг в друга, они знакомятся друг с другом, и такое взаимопроникновение просто обогащает всю культуру Татарстана. Когда завершатся отборочные туры и зональные этапы, прошедшие в районах, их победители выступят в Казани на гала-концерте. И это мероприятие пройдет в символичную дату 4 ноября, в День народного единства.